Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных событиях для татар России. Страна обсуждает поправки в Конституцию России. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин подключился к важной и острой дискуссии. Он высказался по поводу поправок, по которым в Конституции России за русским народом закрепляется особый статус – государствообразующий народ. По словам Камиля Хазрата Самигуллина, применение государствообразующий народ лишь к одной нации в России не имеет перспектив. За этим могут последовать непоправимые последствия. Самигуллин признает, что русские – это титульная нация в России, что они многочисленный народ в нашей стране. А что насчет других народов в нашей стране? Задается он вопросом. Он заявил: мы россияне, и мы внесли вклад в образование этого государства, в сохранение государственных границ и духовного суверенитета России, в формировании многоликого общероссийского менталитета России и развитие мощного социально-экономического пространства. А вот глава Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин слова Самигуллина не поддержал. По словам Таджуддина, в будущей Конституции русский народ никак не выпячивается. Русский народ, по его словам, назван государствообразующим, чтобы русский язык на всей территории России приобрел статус государственного. У Таджуддина какая-то сложная игра смыслов, еле уловимая причинно-следственная цепочка связей. Вообще-то, по Конституции, у русского языка уже есть статус государственного языка. Зачем еще приплетать сюда эту сложную категорию государствообразующий народ? Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на слова Самигуллина. Он сказал, что повода для беспокойства нет. Права других народов Российской Федерации по новым поправкам защищены. Кстати, чуть позже Самигуллин уже смягчил интерпретацию своих слов журналистами, которые уже поспешили с заголовками, что муфтий Татарстана против поправок в Конституцию. А оказывается, муфтий на самом деле имел в виду, что он не против поправок, а всего лишь он высказал сомнения относительно формулировок. Он также настаивает, что понятие «государствообразующий народ» можно было бы и не использовать. Например, можно было бы говорить о русском языке как о языке многонационального и русского народа. Кстати, эту формулировку раньше него предложили еще ученые Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Сам муфтий за новые поправки Конституции пойдет голосовать однозначно, даже если там останется категория «государствообразующий народ». Интересно, если бы ученые еще не высказались бы критически о новых поправках в Конституцию, взял бы назад свои слова Камиль Самигуллин. В Астрахани продолжают обсуждать памятник Ивану Грозному. Татарстанские историки из Казанского университета Раиль Фахрутдинов и Марина Имашева съездили туда на круглый стол. Они встретились с местными историками, краеведами и экспертами, чтобы обсудить вопрос, что же такого замечательного для нашей страны сделал Иван Грозный. Сколько же приятных слов можно было услышать о русском царе от астраханского научно-интеллектуального света. Образ Ивана Грозного оболган злыми и коварными европейскими, католическими и протестантскими авторами. Иван Грозный на самом деле никакой не ужасный и не свирепый, а его кличка Грозный на самом деле это почетно. И вообще Иван Грозный на самом деле не был никаким палачом. Да, он убил 4-5 тысяч человек, но в его эпоху европейские монархи убивали куда больше людей. Резне, как привязанный к Александру, к Ивану Васильевичу Грозному, да, попадается очень много всего. Там начиная от Изборска, Полоцка и Новгородом, вплоть до национальных окраин и так далее. Да, очень смешная логика. Используя ее, на самом деле, можно оправдать кого угодно. Получается, что Адольф Гитлер тоже жил в особое время, а его массовые убийства и Холокост тоже можно оправдать, потому что тогда были такими законы. Но больше всего нас умиляет другое.
Всем известно, что после правления Ивана Грозного на Руси случился серьезный политический и экономический кризис. Наступило смутное время. Говорить о разорении, московском разорении, государственном московском разорении я бы не стал. Хотя бы по той простой причине, что прирост нашей государства составил 100%. С 2,5 миллионов квадратных километров до 5,4 миллионов квадратных километров. Были присоединены царства Казанское, Астраханское, Сибирское, Ногайское и часть Северного Кавказа. Однако астраханский кандидат юридических наук Алексей Байгушкин считает, что Иван Грозный на самом деле был гениальным правителем. Царь после своего правления оставил такой мощный задел государства, что удалось преодолеть и смутное время. Логика извращенная. Это все равно, что говорить, что муж-алкоголик бьет жену и детей, чтобы они смогли пережить суровые времена. Казанский историк Фахруддинов решил не углубляться в эти исторические дебри. Он предложил местным историкам и краеведам посмотреть видео с патриархом Кириллом. В этом видео патриарх Кирилл очень резко и негативно высказывается о личности Ивана Грозного. Я привез сюда небольшое выступление. Оно на YouTube есть, я хотел бы его показать. Это выступление патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Мне не дают возможность ее вам показать. Я считаю, что это неправильно. Это нормально, потому что это не Почему? было согласовано. Это не Потому что согласовано. Это реально вопрос касается организации мероприятия. Формат эксперта предполагает, что вы участвуете в прениях. Но казанскому историку в этой просьбе отказали. Патриарх Московский и всея Руси дают свою оценку Ивану Грозному. Я, например, полагаю, да, и скажу из того, что моя точка зрения для вас, возможно, не авторитет. Точка зрения патриарха Московского все-таки надо выслушать. У нас светское государство. Мнению патриарха в Астрахани нет места, и вообще он не авторитет ни для кого. Смелая позиция у сторонников памятника Ивану Грозному. Царь Иван Грозный в последние годы своей жизни, окружив себя опричниной, творил дела беззаконные. Стремясь укрепить свою собственную личную власть, он расправлялся со всеми, кого подозревал в некой оппозиции. И море крови было пролито на Руси. И когда царь после очередного набега на свой собственный народ, очередной расправы с теми, кого он подозревал, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы попросил благословения у митрополита Филиппа, тот благословения не дал. Это был великий знак всему народу, что царь творит беззаконие. Лидер тюменских татар Динар Апукин опубликовал у себя в соцсетях гневное письмо, в котором он пожаловался на фильм, снятый башкирами. Насколько мы понимаем, речь идет о фильме «Сибирские татары. Прошлое и настоящее». Фильм подготовила команда башкирского историка и тележурналиста Салавата Хамидуллина. Он – та самая медийная личность в Башкортостане, которого другие журналисты и историки уже окрестили как этномиссионер-башкиризатор. Татары Сибири – это особая часть большого татарского мира. Проблемы с их этнической идентичностью возникают регулярно в преддверии всероссийской переписи. С одной стороны, среди сибирских татар есть общности, у которых уникальный язык, культура и история. Но с другой стороны, татары Поволжья, Татарстана и Башкортостана периодически прибывали на территорию Сибири. Они строили предприятия, налаживали экономическую жизнь, помогали добывать нефть. Это было всегда, но особенно в советское время. Тем не менее, башкирские этномиссионеры сфокусировали свое внимание на древних и средневековых моментах этногенеза сибирских татар. Другими словами, сибирские татары якобы не имеют никакого отношения к поволжским татарам.
Но в фильме делаются и явные намеки, что сибирские татары происходят от башкирского народа. Сибирские татары или сибиры являются самобытным народом со своим языком, собственной материальной и духовной культурой. Ученые полагают, что в данный момент их численность достигает 250 тысяч человек. По меркам Сибири и даже Северного Кавказа это далеко не маленький этнос. В этногенезе сибирских татар участвовали древние угры, ранние тюрки, ханты, племена улуса джучи, башкиры. Об этом говорит Динар Абукин. Такой фильм, как «Сибирские татары. Прошлое и настоящее», можно назвать проповеднической операцией или миссионерской провокацией. Что характерно для известных западных институтов междоусобицы, хаоса и раскола. Так написал в своих соцсетях Динар Абукин.